И когда Шибаниды все, Шибанидский улус распался, фактически в отношениях башкир, вернее, статус башкир не поменялся. Просто на этом месте, на месте Шибанидского ханства вот это возникла огромная Ногайская Орда, там, от Иртыша до Волги. Вот. И статус автономной Башкирии сохраняется, это хорошо описано у Трипавлова. То есть образуется так называемое башкирское наместничество, куда, опять же, ногайские улубии назначают своих назначенцев. То есть там уже не важно кого, там и были и Едигеевичи, ногайские мурзы правили в качестве наместников, и туда и чингизидов ставили, и казахских уже к тому времени султанов, царевичи ставили. Вот. И этот период, конечно, поскольку этот период, ногайский период, он был таким последним, вот таким большим ордынским периодом перед вхождением Башкирии в состав русского государства, он наиболее хорошо отразился в памяти башкирского народа, существует огромное количество преданий, записанных и так далее. И вот здесь ногайский период уже третий у нас пласт, да? Этнический пласт, то есть я говорил, до монгольского периода башкиры, древние башкиры, потом из Улусу-Джучи, и потом уже в ногайский период тоже выливаются уже непосредственно ногайцы. Но поскольку тогда уже башкиры и ногайцы уже уже совершенно отдельная народность. То есть они отражаются в башкирской номенклатуре уже не под названием своих там подразделений родов, там кипчаки, там мангыты, там кирииты, нет. Они уже как ногайцы, то есть уже не дифференцировано, просто как ногая. Вот, у нас есть вот большой башкирский, значит, клан, племя Минги, да? Вот, которые правили в Коканде, потом в Коканском ханстве, уже там узбекском. Вот Минги, и у нас и внутри в статусе тюбы была Ногайлярская тюба, то есть это целое подразделение огромное, да, получается. Но я уже не говорю про мелкие такие подразделения ара, то есть первый вот этот, у нас же Кабеля, потом, ну, условно говоря, да, племя. Потом тюба, ниже там ара. Тут это просто, так сказать, группы семьи. А вот ара, нугай, это практически везде они раскиданы. Вот. И есть вот у нас племя Юрматы, там тоже есть подразделение нугай Юрматы. Вот. Я сам, поскольку табынец у нас в Табынской, вот нашей, где вот я живу, вернее, не я живу, а деревня, аул моего отца, там вот буквально рядом деревня Бишул есть. И даже вот там, вот по 1693 году упоминается, значит, ясачный башкир, ну, ясачный башкир — это фискальный статус, то есть он платит ясак, ясачный башкир, то есть Иштуган Чурин, который пишет башкирец Иштуган Чурин, а потом чуть ниже указывает, что он нагаец, он нагаетин, то есть это 1693 год, то есть до конца 17 века, получается, ногайцы еще сохраняли даже свою идентичность. Вот. Ну и завершая свое выступление, хочу сказать, что вот последнее, вот Тархан и знаменитый башкирский батыр Бурзянской волости Алдар Асикеев, он встречался в середине 18 века с Рычковым, вернее в 30-х годах даже, может быть, да, скорее всего в 30-х годах с Рычковым лично беседовал. И вот когда тот спросил его вот о прошлом, он, в общем, много преданий привел, там оставил, так сказать, все, рассказал Рычкову, и вот его фраза его была такая, что башкирский народ истори был один с ногайцами. То есть это в представлениях у башкир, это было, что они с ногайцами составляли один народ. То есть понятно, что этнически это как бы два этноса, но тогда же рассуждали все, говоря о единстве в политическом значении башкиры всегда считали, что они с ногайцами одни, что они частью являются Ногайской Орды. Спасибо за внимание.